Пожалуй, один из главных праздников нашей республики, который давно перестал быть национальным, а стал интернациональным – Сабантуй. Даже само это слово стало нарицательным. Часто и в других регионах России мы можем услышать фразу «такой Сабантуй устроили». Помнится, и Владимир Путин, будучи гостем праздника Плуга, вспоминал, что в детстве он эту фразу тоже часто слышал. Давно мы уже не разделяем наши праздники. На русском каравоне, на марийском семайке, чувашском уяве, удмуртском гарынбетоне всегда представители всех национальностей. И проходят они примерно в одно и то же время. Время окончания посевных работ. Как водится, череду празднования окончания посевных работ открывают сельские районы. В городах посевная заканчивается позже, асфальт пахать сложнее. Мы побывали в Буинском районе, в котором, кстати, вторые по численности чуваши. Почему мы отправились в Буинск? Сабантуй здесь решили провести в старинных традициях. Лапта, бура, пяккауэне. Видели ли вы такое на Сабантуе? Увы, нет. А это традиционные татарские игры. На праздник многие пришли в национальных костюмах. Идея замечательная и нужная. Зуфар Давлетшин все увидел сам. Здесь решили напомнить, что история и традиция – это не только песни, танцы, скачки и борьба крэш. Есть еще много других старинных традиций, обрядов. Именно про них рассказывают здесь. Но потому как республика у нас многонациональная, а Буинский район находится на границе Ульяновской области и Чувашской республики, то и здесь представители разных национальностей рассказывают о своих обычаях. Я вью колечко на батюшку, второе колечко на матушку, третье колечко на себя. Молодые девушки еще только изучают древние предания и традиции, еще не все понимают, но им это уже нравится. Это наша кукла для обряда. Вот на семик делали вот такие куклы, и в поле их ставили. То есть она называется безликая кукла. Семик – это 7-й четверг после Пасхи. Оттуда и пошло название. Вообще, это обряд, это ходили раньше девушки себе на парни, гадали женихов гадать. Это красота, чувашская вышивка. Чувашскую вышивку даже не передать словами. Например, в каждом орнаменте у нас что-то означает. Например, вот у нас орнамент, это означает, Лариса, сила, здоровье. Вот, например, у нас есть флаг Чувашской республики. Вот снизу это означает, что это поле, земля, чувашская земля. Это древо жизни, а вот это 3 знака означают это солнце, богатство. Вот это простая вышивка, а на самом деле получается это поле и посеяно оно зерном. Не зря же говорят, один день лето год кормят, а для того, чтобы резать хлеб и покушать, надо поработать. Все национальности выходили на сенокос. Это для того, чтобы зимовать хорошо, чтобы было корма вдоволь. Было решено, что нынешний Сабантуй в Буинске будет, по мнению местных властей, аутентичным, что в переводе означает «настоящим», с воспоминанием традиций, со встряхиванием сундуков бабушек и прабабушек. Призывали прийти в национальных костюмах. Призыв услышали и в Казани. Главное действие торжественного открытия Буинского Сабантуя – легенда о 12 девушках. Кто-то, наверное, вспомнит песенку-поговорку. 12 девочек, 12 воительниц защищали наш город Буинск от врагов, пока наши мужчины были в бою. Ну, понятно, был вожак, девушка. Кто-то был лучницей, кто-то был, я не знаю, лекарем и так далее. А вы кто? Я лучница. Несколько веков назад здесь были заставы. Они по преданию есть, и эти заставы остались. Вот этих заставах они прошли несколько этих застав было. И когда сюда нападали люди, остались только 12 девушек, которые их защищали, этот город. Вот эти 12 девочек, они защищали укрепления здесь.
и они остались в истории вот такими же воинами, как амазонки. Словом, по преданию защитили эту землю 12 девушек-воительниц, и память о них жива. И также долго, будем надеяться, будет жив национальный татарский праздник Сабантуй, давно уже который стал интернациональным. Приятно видеть, что именно в Буинске возрождается самобытная культура праздника. Здесь сотни лет в дружбе и согласии живут татары, русские, чуваши, марийцы, башкиры, азербайджанцы и другие народы. У каждого есть свои неповторимые традиции и прекрасные костюмы. Сегодня мы видим людей, которые с гордостью пришли на праздник в национальной одежде или с элементами своих культур. Зуфар Давлетович, Роман Безменов. 7 дней.